Форум таджикско-демократических свободных мыслителей, за этим правозащитная комиссия Казахстана. Форума свободомыслящих Таджикистана. Уважаемые ведущие, уважаемые дамы и господа, то, о чем говорил сегодня Лех Валенса, а также генеральный секретарь ОБСЕ и другие выступавшие, о конце истории в 1089 году в связи с крушением Берлинской стены, к сожалению, для нас, для инакомыслящих Таджикистана, остается мечтой. Таджикистан сегодня живет не только во временном измерении до 1989 года, но и, если точнее, в 30-40-х годах нацистской Германии и 1934-1937 годах большого террора сталинщины. 28-летняя история ОБСЕ и 27-летняя история неокоммунистической диктатуры Эмомали Рахмона, узурпатора Эмомали Рахмона, проходят как будто одновременно, но точно в параллельных пространствах. За это время, и особенно в последние годы, ужесточилось преследование средств массовой информации. На шею прессы накинута удавка, во рту относительно свободных СМИ кляп, а для защиты реставрации диктатуры уже практически монархии с кукольным парламентом и судом создана индустрия фейк-пропаганды, фабрика троллей. Для троллей выделено помещение в здании службы связей. Ячейки таджикской фермы троллей созданы в Академии наук, в вузах, офисах партии власти по всему Таджикистану. Одним из администраторов таджикской фермы троллей является никто иной, как декан факультета журналистики Национального университета Саади Махди, который недавно на своей странице в Фейсбуке призвал казнить всех противников режима Эмомали Рахмона. Прессу обязали называть Эмомали Рахмона пешвой миллат, что является аналогом немецкого понятия фюрер нации. Также для прессы обязательно перечисление его титулов: Ваше Величество, основатель мира и согласия, господин президент, уважаемый вождь нации. Подхалимы предложили добавить титул спаситель планеты. Поэты-царедворцы сравнивают его с Венерой. Одописец Ато Мирходжа написал, что во время выступления основателя мира прекращают вращение и забирают восхищение звезды, бросают работу и застывают в изумлении Путин и Си Цзиньпинь. Регулярно блокируется доступ к интернету, к нежелательным информационным сайтам, поисковым службам. В прошлом году, в 2018 году, вынуждено закрыться последнее независимое популярное у населения таджикоязычное издание «Озодагон». А его учредитель и главный редактор Зафар Суфи вынужден эмигрировать и попросить убежище во Франции. Даже после закрытия газеты он продолжает получать угрозы. Проблемы у Азии Плюс, радио Озодзи и так далее. Глава службы связи объясняет блокировку интернета тем, что пуля попала в провода. Но недавно перед визитом Дональда Туска в Таджикистан эту пулю временно достали. Спасибо. Спасибо. Значит, если можно, рекомендации. Коротко, очень коротко, да. пожалуйста. Необходимо избавить граждан Таджикистана от монополии службы связи и единого коммутационного центра, принадлежащего ей. Отменить обязательную перерегистрацию сим-карт и покупку новых паспортов вместо действующих паспортов для перерегистрации сим-карт. Граждане Таджикистана хотят свободного, неконтролируемого доступа в интернет и доступа на популярные независимые информационные сайты. Спасибо всего. Спасибо.